И почему правительство на это закрывает глаза? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджикские студенты рассказали, каково им сейчас в Украине. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого нового. Корреспонденты нашли и поговорили с таджикскими студентами, которые обучаются в разных городах Украины, которые на сегодняшний день находятся в этой стране. Они рассказали о том, что переживают и чувствуют. Герои, которые не пожелали, чтобы их имена были названы, отметили, что до начала военных действий чувствовали себя комфортно в Украине, что к таджикистанцам там очень хорошо относятся, но после вчерашней ночи чувство комфорта сменилось чувством страха. Это станция метро, которая находится в отдалении от центра Киева. Вы можете видеть, что этим вечером многие люди здесь нашли убежище. Такую картину можно наблюдать повсюду, на станциях киевского метрополитена. В украинской столице введен комендантский час. Его действие началось в 10 вечера и продлится до 7 утра по местному времени. Мне повезло, вот моей однокурсницы из Киева нет. Она поддерживает с нами одногруппниками связь. Ее дом разбомбили, она проснулась от взрыва, все окна повыбивала. Она переехала к знакомым, теперь думает, что делать дальше, рассказала одна из студенток. По большей части студенты чувствуют тревожность, страх и безысходность. Все, что я чувствую, страх и беспомощность. Я тут один, моя семья в Таджикистане. Нужно продолжать учиться и еще как-то не попасть в неприятности. Выходить из дома опасно, уже и оставаться дома опасно. Прошел все стадии принятия неизбежного. Нам угрожает тут бомбежкой. У нас сейчас пара по философии. Чувствую себя как в сюрреалистическом кошмаре. Не иначе, рассказал студент. Также ребята отмечают, что появились проблемы со связью. У нас начались проблемы с интернетом, перебои связи. Иногда не получается дозвониться до других. Стабильнее всех соцсетей менеджеров работает Telegram. В связи с закрытием воздушного пространства Украины таджикские студенты не могут вернуться домой. Вчера закончился хлеб. Решили с соседкой выйти в магазин, а там очередь. Это очень страшно, как в фильмах про войну. Вчера кто-то ночевал в метро. Я не могу поверить, что это происходит в 21 веке. Мои родители сейчас в Худжанде. Они очень переживают за меня, но ни они, ни я не можем ничего сделать. А еще моя соседка из России. Она учится в том же вузе, что и я. Так вот, ее начали булить за то, что она русская. Это все ненормально. Люди озлоблены из-за всей этой ситуации. Им просто страшно. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом. Исключение предусмотрено для тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. В случае тревоги киевлян просят спускаться в метро, которое будет открыто. А как вы относитесь ко всему этому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Напомним, МИД Таджикистана призвал граждан Республики Таджикистан, находящихся на территории Украины, соблюдать предписания оперативных штабов, сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Горячая линия посольства Республики Таджикистан +3 80 93 33 610 40. Посольство Таджикистана в Украине составляет списки граждан Республики Таджикистан, желающих выехать из Украины, а также прорабатывает вопрос эвакуации граждан в случае необходимости, заявил ранее в интервью таджикский посол Давлатали Назирзода. По его утверждению, в связи с возникшей ситуацией диппредставительство Таджикистана в Киеве перешло на круглосуточный режим. Таджикский дипломат также обратился с согражданам, пользуясь данной возможностью, обращаясь ко всем гражданам Республики Таджикистан, проживающим на территории Украины: не поддавайтесь панике, по возможности запаситесь продуктами питания и оставайтесь, пожалуйста, дома. А как вы думаете, как скоро закончится вся эта ситуация и почему она возникла? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.